день, дорогие друзья, ценители прекрасного. В рамках проекта «Эпоха и музыка» Национальная библиотека Республики Саха-Якутия продолжает цикл мероприятий. И сегодня мы будем говорить об известном певце, солисте оперы Якутского государственного музыкально-драматического театра имени Платона Алексеевича Аюнского и одного из первых солистов якутской эстрады 50-60-х годов Льве Попове. Лев Михайлович Попов родился в 1919 году в городе Иркутске. В 40-х годах Лев Попов служил в красноармейском ансамбле песни и пляски Дальневосточного военного округа, где подружился с композитором Грантом Григоряном. Армейская творческая дружба поспособствовала тому, что после окончания Московской консерватории талантливый композитор Грант Аронович Григорян приехал в Якутию и 4 мая 1953 года начал трудовую деятельность концертмейстером оркестра. Лев Попов был первым, кто выступал с вокальными произведениями своего друга и продвигал их. И сейчас позвольте предоставить слово Маякуновой Анне Альбертовне, заведующей кафедрой общих дисциплин колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета, составителю книги о дедушке Льва Попова по следам Трофима Васильевича Павлова Попова. Анна Альбертовна, пожалуйста, вам слово. Включите, пожалуйста, микрофон. Вас не слышно. Ой, я извиняюсь, добрый день. Значит, вот сейчас у нас рабочие моменты очень активно шли, поэтому я вот как-то, может быть, немножко рассеяна. Значит, так как меня попросили выступить первой и рассказать немного о предках Льва Михайловича Попова, о котором сегодня будет речь. Ну, во-первых, хочу всех присутствующих поприветствовать и поздравить с тем, что именно вот мы встречаемся в таком формате, имеем возможность встретиться и поговорить об этом замечательном человеке, о моем земляке. К своему стыду я о творчестве, о самом Льве Михайловиче узнала недавно, сравнительно недавно, когда составляла книгу. Вот как раз-таки книга вышла совместно с издательством «Чукчу» в 2018 году, и книга называется «По следам Трофима Васильевича Павлова Попова», где я вот как раз-таки рассказываю о жизни и творчестве Михаила, то есть отца Льва Михайловича Попова, и также его дедушки в основном. Да. Трофим Васильевич Попов, или по-другому Павлов, он был почетным инородцем Хачинского, то есть сейчас это Сунтарский улус, да, и также был купцом второй гильдии. Ну, если говорить о его, то есть предках Льва Попова, то действительно очень такая, скажем, история с этой семьей связана, да, и в частности Трофим Васильевич Попов, будучи сначала небогатым человеком, не родовичем, он достиг такого успеха, став купцом. Сначала он торговал пушниной, потом он начал заниматься развозной торговлей с венскими приисками, с кяхтой в Иркутске, то есть в Кяхте, в Иркутске. И таким образом, обогатившись, он как раз очень активно занимался благотворительной деятельностью, в том числе построил Величанскую Николаевскую церковь, которая поныне стоит в Величанском наследии. И также Трофим Васильевич добился в 1895 году отделения Меитского наследия, это ядра
современных сегодня Величанского и Нахаринского наследия от второго же Архангельского наследия Хачинского улуса. То есть мы, вот величанцы, признаем его основателем нашего наследия, за что вот за благотворительную деятельность он получил достаточно много благодарственных писем, да, также он был награжден серебряной медалью за усердие на Станиславской ленте, серебряным знаком императорского православного палестинского общества, также золотой медалью за усердие на Аннинской ленте 1906 года за постройку Величанской Николаевской церкви. Вот именно как раз хочется подчеркнуть, что за такую активную благотворительную деятельность получали звание почетного инородца. Вот, как раз Трофим Васильевич тоже удостоился этого высокого звания и достойно нес это звание до советского периода, до наступления советского периода. Значит, у Трофима Васильевича от первого брака с неизвестной нам женщиной, ну, по национальности она была тунгусская, родился Петр Трофимович Павлов, его по-другому еще называют Панджит Бабылап, который известен как командир белоповстанческого движения в Хачинском улусе, с кем Строт заключал перемирие. Ну, об этом вы можете прочитать в данной книге. Также от второго брака у Трофима Васильевича Павлова со Степанидой Васильевной родились 5 детей. Это Татьяна, Ольга, Михаил, Георгий и младший Николай. Насколько мы знаем, ну, младший сын, он умер, то есть Николай, да, а вот старший сын Михаил, он с 11 лет учился в губернской гимназии в городе Иркутске, но, к сожалению, в возрасте 20 лет был арестован как активный участник забастовки гимназистов против гимназической администрации. Затем его с формулировкой «за вредное влияние на окружающую среду» выслали в родной Хачинский улус. И после амнистии, да, после 1906 года, после известных событий, Михаил Трофимович возвращается в город Иркутск и вступает в местную организацию РСДРП. И, значит, там тоже вот очень активным участником был, да, этой организации, и его арестовали. Ну, все-таки в апреле 1906 года он уехал в Петербург, и там в 1908 году поступает во вновь открытый психоневрологический институт. Кстати, об этом времени я, возможно, напишу какую-то работу большую, да, потому что ну, сейчас я вот располагаю некоторой информацией о том периоде, когда он находился в Петербурге. Вот. Ну и он здесь активно занимается редакторской деятельностью, да, то есть он выступает редактором институтской газеты «Жизнь студента-психоневролога», он печатается в журнале «Студенческие годы», где выступает как убежденный марксист и также защитник автономии высшей школы. Очень много времени и энергии он отдавал общественно-студенческой работе вообще. Одновременно он вел партийную работу, руководил меньшевистскими кружками рабочих, да, и все это вот как раз-таки касается деятельности молодого Михаила Трофимовича. Вот за вот эту вот свою деятельность, общестуденческую, в основном партийную работу, да, то есть партийную деятельность, которую он вел, он в 1913 году был арестован и посажен в дом предварительного заключения. В 1914 году он возвращается уже в родной улус, и до отъезда в 1915 году занимался сбором материалов по экономическому состоянию Якутской области, в частности, Вилюйского округа. Но об этом, в принципе, я здесь останавливаться сильно не буду, просто я скажу, что он зачитал доклад во время, значит, съезда, большого съезда, да, где осветил, значит, экономическое состояние Ленского края, в том числе и Вилюйского округа. Вот как раз этот доклад заслужил очень большое внимание, ну, такой достаточно широкий резонанс получил, да, и потом уже отправили в Якутию, значит, пароходы с грузом.
ну, с продовольствием, там, с товарами первой необходимости, да. Дальше, значит, он печатается в разных газетах сибирских, это «Сибирь», «Сибирские записки», ну, может быть, и в других газетах, просто сейчас пока это не установлено, да, то есть в периодических изданиях он опубликовался как, ну, за подписью Михаил Попов, то есть М.П. инициалы, да. В том же 1916 году уезжает в Петроград и работает заведующим питательного пункта Всероссийского земского союза, работа, которая была очень тесно связана с фронтом. После февральской революции Михаил Трофимович вступает в члены агитационного литературного отдела вновь образованного Совета рабочих и солдатских депутатов. Как и остальные члены данного отдела, выступал ответственным оратором на митингах, на фабриках, на заводах, в казармах воинских частей. В мае 1917 года Михаил Советом был командирован в Сибирь с особой целью. Это освещение деятельности Совета. С этой миссией он выступил с докладом не только в Якутске, да, также и в Омске, в Иркутске. Уже летом 1917 года был выдвинут кандидатом от меньшевиков в Якутскую организацию РСДРП, член учредительного собрания в Якутскую область. Но так как он не набрал нужных голосов, он опять уезжает, возвращается в Петроград, но здесь многие пишут, ну, как многие, некоторые авторы пишут о том, что он даже вступал в дебаты, в дискуссии с самим Лениным, да, и, ну, то есть он, скажем, вступил в противостояние с большевиками, за что Ленин его приказал арестовать. Но узнав о том, что он по национальности якут, он распорядился отправить его обратно на родину. Но, однако, по архивным документам как раз до весны 1920 года Михаил работал в Иркутске, он был секретарем правления Иркутского объединенного городского общества потребителей, труженика-оператора. И в конце апреля 1920 года поступил на работу совнархоза на должности юрист-консультанта или консульта, пишут, да, обычно. И уже с апреля 1921 года работал на должности заведующего организатора, инструктора, значит, под отделом. Дальше известно, вот, и как пишет Калистрат Афанасьевич Кириллин, он в начале 20-х годов преподавал в Вилюйском педтехникуме, параллельно до 1929 года преподавал русскую литературу в школе второй ступени города Вилюйска. Женой была Валентина Германовна, которая преподавала также в Вилюйском педтехникуме, в школе математику и немецкий язык. Но это была такая семья, и интеллигентная семья, скажем, да, и, естественно, их дети, трое сыновей, старший из них это Лев Михайлович, они получили достаточно хорошее образование. Лев, он родился в 1919 году, ну, прожил такую достаточно яркую, видимо, да, как творческий человек, жизнь, но его жизнь оборвалась достаточно рано, поздней, ну, скажем, ранней весной, это где-то примерно февраль-март, точной даты неизвестно, 1966 года. Как пишет в своих воспоминаниях Сергей Шевков, это друг Льва Попова, да, очень близкий друг, который, кстати, вот в своих воспоминаниях говорит о том, что у Льва и у его жены Ляли Романенко, очень известного адвоката, был сын. Был сын Игорь, но о судьбе сына Игоря мне, по крайней мере, ничего не известно, и хотелось бы, чтобы, конечно, семья Павловых, их сейчас очень много, и после восстановления памяти о Трофиме Васильевиче Попове, да, и также и других представителях семьи, думаю, что эти поиски ведутся, я думаю, что когда-нибудь, возможно, потомки встретятся. Но Лев Попов действительно был таким очень творческим человеком, очень богатой творческой личностью, да, скажем,
Почему? Потому что вот как раз Шевков пишет, что в последние годы своей жизни он сильно увлекся, серьезно, достаточно серьезно увлекся кинематографией. Даже он принял участие в съезде, не в первом, в съезде кинематографистов страны. Тоже очень примечательно. Это было в 1965 году. Как раз вот я думаю, что он, находясь в этой командировке, он как раз умирает. И примечательно, что жена его, Ляля Романенко, привозит его тело в родную Якутию. И вот, значит, похоронили здесь. И в связи с тем известный поэт пишет, писатель Шевков пишет стихотворение, очень трогательное стихотворение. Вот. Но если говорить также о других родственниках Льва Попова, то младший то есть младший брат, да, Георгий, то есть младший брат Михаила Попова, Георгий, который также учился в губернской гимназии в городе Иркутске, тогда в одно время учились, он стал потом председателем Каларского, то есть секретарем Каларского совета. Несколько раз он был репрессирован тоже, да, то есть до этого он умер, по-моему, в 1945 году, но осенью, это был ноябрь, по-моему, октябрь или ноябрь, я сейчас точно не помню, о нем как раз тоже ничего, по крайней мере, землякам ничего, не было известно, то есть о нем ничего не писали, не говорили и думали о том, что Георгий где-то пропал, да, то есть в 20-е годы, в начале 20-х годов. Но вот оказывается, у него была такая достаточно трагичная судьба. В связи с этим я тоже написала статью, которая называется «Забытый сын своей Родины». Тоже можете прочитать. В свободном доступе в интернете эта информация тоже есть. Поэтому хочу сказать о том, что Лев Михайлович Попов тоже занимает такое место в истории Якутии, да, думаю, что о нем дальше будут писать, говорить, тем более именно его заслуга, то, что Грант Арамович Григорян был приглашен в Якутию, и благодаря этому Якутия приобрела такого композитора и развивал вот эту вот культуру, музыкальную культуру Якутии. Если есть вопросы, я готова ответить. Вот специально приготовила презентацию, в котором представлены фотографии, которые связаны с родственниками Льва Михайловича Попова. Тогда Спасибо. я хотел бы попросить тогда, вот у нас организатор сидит, у нас Эрдана Васильевна, вы не могли бы ей оставить свои координаты, да, чтобы я через Эрдану, нашу уважаемую Васильевну, мог бы с вами переписываться. Потому что мне очень-очень дорого и важно вот творчество нашего замечательного певца, основоположника, который создал, можно сказать, стоял у истоков якутской эстрады. Он по-исторически это справедливая оценка. Поэтому мне хотелось бы с вами поближе познакомиться. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Я обязательно передам свои координаты. Буду рада ответить на вопросы. Я тоже хочу поблагодарить вас от всей души. Такое большое, глубокое исследование богатой истории рода. Это очень редкое явление, я скажу. И тем более редко, что оно касается нашего коллеги в прошлом, деятеля театра Льва Михайловича Попова. Спасибо вам огромное. Просто неожиданное открытие для меня. Это родных кровей нашего Льва Михайловича дорогого. Спасибо вам. Я бы тоже хотела бы иметь с вами какую-то связь. Хорошо, спасибо, я буду рада. Спасибо большое, Анна Альбертовна. Книга Анны Альбертовны у нас в библиотеке есть. Можете подойти и посмотреть эту книгу. И еще у нас есть статья
Калистрата Кириллина в журнале «Иллин». Калистрат Кириллин, он почетный ветеран Республики Саха-Якутия и подполковник в отставке. Тоже писал о родственниках Льва Михайловича Попова. Тоже можете посмотреть у нас в библиотеке. Также есть у нас информация в книге «Сунтарский улус». Тоже можете посмотреть. Спасибо. О жизни детей Льва Михайловича Попова я в конце зачитаю письмо дочери Зои Львовны. Мы ее нашли. Конечно, судьба их не очень трагичная, но в конце я вам зачитаю ее письмо. Спасибо, Сардана Васильевна. Спасибо за очень интересное выступление, Анна Альбертовна. А сейчас позвольте предоставить слово советнику главы Республики Саха-Якутия Игорю Игнатьевичу Николаеву. Пожалуйста. Вас не слышно. Включите, пожалуйста, микрофон. Elinne. Да, Игилер. Ütөкөнүнөн бүгүнгү хүддәк долбутулах, ондан терене көтсү кыттылахтара, беги бир дойдулах бит бу бүлүчен тентөрүттә жоннор бүтөгөр ханабытыр иддәҗәр. Кебит Лев Михайлович туунан бүгүн акты күнүн оңорор бар кыттылахтарга улахан макталбытын кеддебит. Мен маннаттым белләр турар. Илдар канчы бәһитем бөһүтнән болбакка бәйем туганнак бәйем дойдун беги дойду бутун бир хүддәк сөдү историялах онна беги хударыстыбыт бүтүннүтүн дааны кодду хүддәк трагическая историялах кенне бу агуухун Павловтар Поповтар агаларын устырын бир хамай чагылкай эме Саха Республикадан хаддытыгар кени böyle keskelin tuğugar elbağın orbut keyi tuğunan biriga dolguyan toran kıttağın. Tam yamanlıkları tekpin toqtuğun bağırabın bu bilgin bari bilebet globalizasiya ve tekellediyen bolar. Vanna kecik tağını kelen turar. Ulağın omuktarga surallan paşti ağyağı bola bidik Roma gester değiller. Ulalihin kanı bağırar elbağı aksanna omuk Düger hanatagar keni duhatın muntuğunar bir ulaqan ödevil var. Haddaqanan behige bu ulaqan oluktar melin seleriger kiren surallan süten qalbaqqa hatatar tığmıtın uhatan qannık soluk öddübütüdde. Eti qayız qağabellen turar umuk beytin identişnehen beytin törüt kulturatın bılırgattan idjakabet mudarahın mentalitetin hatan Hüterbet ağına, onu kaddari hatan karıstat ağına kenari innikelek, vonna ölbet süppet ağına anallah bolon söptek. Bari bilebit, bu haka beytin umuk bühütmen bilineriger. Vonna bu aras siddetten komullan kelbet historiyatın tümer södükühünen bu olonko bolar. Vonna olonko tula olok suybut umuk folklora, keni törüt kulturata bolar. Otton törüt kultura bu kulturanı norokkat eder, iskustuva bir hamay masavay körümünen estrada bolar. Olali bu bitiger bugüne mesten yördüm, bu Vladimir'in de girişte şöbaytı gettik bu osnopoложникten, haka estradatın törütteçelerden bir desterinden bir doydulak bit, bu katın yörek bahattan törüttek Lev Mikhailovich Popov bolara behigini verdiler. Behigi doyduğa kırcık hürde albaq bulur olun qohuttar toyuk sutları eskabet seddere ol kurduk namakka kirbet bilavahanı gıtta toyan köybet titlıtken rıti tepten olun qohut okuduğun kurduk ulahan dönler bağlar. Ondan bana literatura billen bu iskustuva behiget pepe kurduk bu Lev Mikhailovich kennetten iti bülüşan oğulara ambastan bu üniversitet
ihinen Alexander Spiridonov, Alexander Kirillin, onna Egor Tretьяков, Sergey Ottara diyen ansambl kinder teribitleri, onna bu instrumentalni ansamblga hakalı ırıyorları, hakalı bu estrada akiller sebitemi bastakı jönnem bolaplar. Oton bu 90 yıllarga saha estradata umuk hedigar taksan bilden köstön barıtıgar eme aytal diyeni bilüşen dön oğullara uçattıra mustanlar terembet aytal ansambullara haka törüt kultura tıra oğuran ete bulurgu törüt dorgonları onna törüt bu tetimin hatan tuhananlar umuk hedigar eme tarhapıttara. Onun behigi ken tuttabıt. Oton bu haka estradatın tuğunlar eter bollakka anardastı ol folklorga, bulurguga teregaren. Onda ol bulurgırırandan omuk tuga iskustuva tahaydıvat. Ola lehin kanna göre kenini anıgı tahamga taharar. Kenini bu andaydu kolubrid debilleriger doydu. Bütün Rusya heves koyuz debilleriger repettir tahamga taharar. Tolçok nadı. Olken onu törüksəçindən Lev Mikhailova söpkə attılar dihanıvın. Ol kurduk etken armi abi olur balan onna hakan orvata uhulukçu talanlağın beyete olaq tuhunan iskustualağın ırılağın toyuktağın bu olaq personaline muzikanı onna ayılqattan uratı joğurdaq Lev Aramovich bu. Ekim Gran Aramovich Grigoryan'ı itağeten kinini cekelen bu saha hirin tuga estradata atın tahamga össürdük tahamga takkarın. Beyetin haka heligelere bolbakka Rusya onun hevesko yüz tahamgar tiyata hakkıgağın bir jonloktan bir desterinen Lev Mikhailovich buldu. Tüm bihigi oğaddaq petne kaz bir diaradiya hasır daradiya künüs aradiya ki haradiyat barıtıgar Lev Popov ırılara bağlar ete. Kinildir ete. Onun bollağını bu bir doydulaq betten biller etibit. Bu toğaya dakika uğratu yoğurdaq, uğratu aydarılaq, ağı uğuğar törevip olan onna çakçı, küçtaq, qaddaqtağını beyağıt bilağıt tüşüğü yünayı, turan borgu üyeskavet, valata çakçı törüt küçtaq, ağı uğuğar, ucu urutuma çakçı küçtaq olan bu kehi manlık tahımga tağıstığa. Onna kini bilden turarıqtan bu haka estradatıgar saharıtın andoyduga taharıta tabu Rusya tahamıgar taharıta emiye taram Gran Aramovich Grigoryan'ı tabu hetçeyi ve estektiyanıgın bu Gran Grigoryan ulu ütüete diyen kini beyete Armen umuk kihite hakanur otun duhatın öydön kini uratı muzikatın isturğuna jappakka kadda barınan olgunan baran urduk muzikanede ve tetimeyenen jappakka bu estrada üddük tahamga taharbıta bolar. Gran bu kemilye popu bihiva daqbitne kahur yollarına akbıtım onna jonlarda kapsetellerete saha kozina diyen. Oto kozin diyen hevesko huyus onun uçomuk istoriya tıgar estrada tıgar tuğuk sulu ihiqallar bıtın kaddaqta kurduk ulu kehitin öydübüt. Onun bollağına kenini bu bihigomuk ol kozinin gıtta tengne keni tuğun bu soltatın kühüdder diyanıbın. Onun össetugul maqtanıqın bağırabın bugüngü birini teribit jonga onna qaddagara bu manı kengetten bihigi istoriya bıtıgar. Umuk innikitin tüstespit onuru kutun öydübül gahallara gövlelespit jonlar butun halgı öz sahayınlaran jonga hergega kenglik tiredder ki heti onna var bir doydulağa uçuna ki anna Mayakunova bu ona asere hallaqqa kemi Lev Popovich bitim dire ete bihigi bar buri buppa. Ol Lev Popov kudduk ırıhat tuaqtağını suolayı o hüten qalara hatammat yani. Onun bu bugünkü terehini teribetçanlar ege mahavlahan diyalan haqalatıgıt onun ehe maqtal olahan. Sen bu kavarı tıgar maqtal bolgoyan istibek getiger. Геннадьевич, улахан барга мактал болуктун. И
к нам присоединилась Аиза Петровна Решетникова. Слово предоставляется народной артистке Республики Саха-Якутия, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, члену Союза композиторов СССР. Пожалуйста, Аиза Петровна. Вот, я таким волнением действительно дождалась, все преграды преодолели, микрофон наконец включили, и вот, значит, потому что вот судьба, вот как говорил предыдущий, значит, выступающий, судьба Льва Михайловича, значит, Попова, она, конечно же, неповторима. Вся республика знала Льва Попова. Это был такой прелестный, совершенно настоящему ограненный оперный тенор. Вот такой редкий, редко окрашенный голос, вот высокий, мужской. Ведь так любят теноров. Их голос размягчает сердца. Их голос вообще несется как-то от сердца к сердцу, что называется. И вот мы дети театра, Саха-театра, которые фактически вместо детского сада жили, были днем и вечером. Я вообще жила во дворе театра, и поэтому у меня там свой стульчик был. И вот когда выходил Лев Михайлович, значит, да, небольшого роста, он такой элегантный. Я там впервые фрак видела на нем вообще со своей гитарой, сам себе. Вот очень хорошего была тембра, вот гитара какая-то классическая. Он единственный играл на сцене на гитаре. И вот мы, дети, очень уважали его, вот никогда не лезли, потому что гитара рядом с ним, еще кто-нибудь на нее там спрыгнет или что. В общем, очень... Он там проходил мимо нас в таком, ну, что-то сам подшучивал там, привет, значит, молодежь и все такое прочее. Какой там молодежь и детвора. И вот, но детвора тоже, в общем-то, понимала и несет в себе память об этом прекрасном голосе. Лев Михайлович, конечно же, отличался ото всех. Все играли под фортепианом, Разинскую Полину Константиновну, причем якутских нот-то не было. Была строчка, вот я вообще удивляюсь, как она приехала из Московской консерватории осенью 41-го года, по-моему, да, или 39-го с начала года, ну, неважно. И она больше всех обрадовался Марк Николаевич Жирков. И он вручил ей список, просто список певцов. И вот на утро они к ней пришли все, так сказать, с нотами. Вот такими огрызками нотной бумаги. И там были выписаны, ну, на картоне, может быть, подклеенном. И вот она говорила, что сразу где-то человек 30 пришло к ней вот с такими нотами, в кавычках. Ни аккомпанемента, ничего. Ну, я бы тут же вот упала. Любой другой консерваторский окончил. Мы же все по нотам. И только она вот такая была, ну, значит, умела по нотной одной строчке еще сразу же аккомпанемент. И вот сам Лев Михайлович тоже, видимо, вот якутские песни, только одна строчка же писали мелодисты. И вот он, видимо, сам тоже вот аккомпанемент себе подбирал. И очень изысканно, вот его выступления всегда были очень изысканными, конечно же. Не под гармошку, не под... удивительной культуры во всем, от лакированных там ботинок. Мы все с затаенным такими следили, как он кланяется, что он говорит перед тем, как выступить. Это тоже определенная культура должна быть, чтобы детей заставить вот так, весь зал вот так вот заставить. И именно он привнес романсы. Вот сказали, что вот Козин, это что якутский Козин, тот прославился романсами и вот этими чудесными, короткими такими, душевными, от сердца к сердцу идущими, вот такими для взрослых. Ну и наше сердечко тоже билось, и наше, значит, мы тоже, ну как, тренировались, наши сердца к лирике. И вот я думаю, что тот репертуар, который он нам всем
представлял, это был бесценный вклад вот его голоса, ограненного, он им владел как никто, вот если вслушаться в его пластинки. И когда вот они пели и с Анной Ивановной Егоровой, и с Шепелевой Надеждой Семеновной, или даже там втроем, четвером, там квартетом в Москве, это в колонном зале Дома Союзов, есть фотографии, еще записали там на пластинке, и все это очень качественно, на высоком профессиональном уровне были записаны вот эти произведения. И вот, конечно же, то, что вот женщины могли петь еще и с мужским голосом, вот такой огранки, это, конечно же, очень повышало уровень их записей и, ну, и выступлений. Так что вот наш дорогой Лев Михайлович, конечно же, он пел вот эти арии и Герцога, да, вот «Сердце красавицы». Я думаю, что мы, дети, конечно же, очень нам повезло, что такой культуры певец, вот вы слышали его. Никогда он, между прочим, не зубоскалил, там мимо артисты-то сидят, там на заваленке и курят, и, значит, драма-то, значит, да. Он, конечно, очень был простым человеком, но не настолько, чтобы вообще вот так время проводить. И он, конечно же, трудился над сохранением своего уровня певческого. И поэтому-то такой он успех имел во время вечеров, первых вечеров якутского искусства, литературы и искусства в Москве в 1957 году. Вот даже нам надо разбирать, видимо, вот его записи, какие там оттенки, какие вот он применил вот новые совершенно, ну, интерпретации его надо под лупой рассмотреть и вообще представить нашим слушателям. Перед нами большая, конечно же, задача стоит в народ записи Льва Михайловича Попова, в народ книгу о Льве Михайловиче Попове, и также вот то значение, вот они с Грантом Арановичем, вот что я точно знаю, они служили после войны вот на Дальневосточном округе военном. И вот там они познакомились. Видимо, он пришел вот в тот ансамбль военный, где весь репертуар почти состоял из песен Гранта Арановича. И песня о винтовке наверняка запевал он. И, значит, остальные песни этого ансамбля. И, наверное, мы, может быть, найдем, когда ноты, то, может быть, действительно и записи будут, и они взаимодополнят, и вот мы откроем новые страницы в их биографии, связанные с теми или другими произведениями. Спасибо вам за внимание. Впереди очень большая работа, которая действительно нас всех объединит вот именем Льва Михайловича, значит, Попова, о его жизни, такого выдающегося, так сказать, еще не оцененного в полной мере такого певца, так вот на самом взлете погибшего, вот, и о Льве Михайловиче Попове. Спасибо вам за внимание, хоть мои воспоминания и такие, знаете, детские какие-то разрозненные, но я помню вот то восхищение. Вот и сейчас мы все просто поражаемся уровню вот тех исполнений, вот тех классических произведений, арий. Ведь там все сделано, там каждая нота сделана и продумана, и все это донесено до зрителя. Это невероятное мастерство и демонстрация Московской школы. Вот так что у нас в самом начале нашего развития нашей музыкальной культуры вот у нас был вот такой
классический исполнитель классического репертуара. И действительно, там это не была профанация, там, значит, что-то такое, вот он исполняет классику под гитару. Это была действительно, если и была гитара, то она была на самом высоком уровне, как классического щипкового инструмента. Вот. Спасибо вам большое, девочки, Спасибо вам. всем такому коллективу. Спасибо за то, что пригласили. И вот какие-то открытия ждут. И вот не буду, я отойду сейчас в сторонку и дождусь ваших открытий, знакомства с его родственниками. Спасибо вам и большим вот Спасибо вам, таким Мариза событием Петровна, нашей за музыкальной очень жизни. Спасибо. увлекательное, интересное выступление, и за теплые слова. В исполнении Попова радиослушатели впервые узнали песни Гранта Григоряна и Либер Энлин Баркурдук на слова Леонида Попова, Тогочугом Томаннык, Булчутырета на слова Семена Данилова, Маннык Корсун Сыты Кыстын на слова Серафима Кулачкова. Эллен. А сейчас слово позвольте предоставить Владимиру Петровичу Индигирскому, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия, обладателю знака «Гражданская доблесть», отличнику образования Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Добрый день, дорогие поклонники творчества Льва Михайловича Попова. Мне сегодня очень комфортно сидеть перед компьютером, смотреть родные лица. И тут есть живые свидетели. Вы представляете, живые свидетели. Вот сейчас наша дорогая, любимая Аиза Петровна сама выговорит, сама небрежно об этом сказала, что она видела его творчество, как он пел, как он очень хорошо выглядел, какие у него были лакированные ботинки. Эти сведения нам сейчас очень важны, очень нужны, потому что вот эти тонкости, которые заметила, будучи ребенком Аиза Петровна, к сожалению, профессиональные артисты уже забыли. Эти мелкие, казались бы, такие штрихи, они как раз и играют сегодня исполнительскую, сценическую, выразительную роль, о которых, к сожалению, сегодняшние артисты как-то недооценивают. Сегодня наша лекция продолжает тему «Эпоха и музыка», и поэтому прежде чем говорить об истоках якутской эстрады, которая выражена как раз в творчестве Льва Михайловича Попова, мы должны говорить в этом контексте. Ну, вы помните, что это как раз был оттепель 1953 года. Это вы, конечно, по нашей стране помните. Это великая поэзия Рождественского, Евтушенко, Белла Ахмадуллина и многие-многие другие. Если будем говорить о музыке, то, конечно же, выявляется уже авторская песня в лице Булата Акуджавы, молодого Владимира Высоцкого. Ну вот только что все сказали, как раз в это время, в 1953 году, со своим другом Лев Попов привозит своего друга, замечательного, молодого, красивого Гранта Григоряна, который не только украсил нашу музыкальную культуру, но открыл очень много жанров самой музыкально-художественной культуре Якутии, которая вообще было тогда все новое. Конечно, Лев Михайлович я буду всегда всем говорить, потому что он действительно является одним из первых солистов якутской эстрады. Тогда это назывался концертное эстрадное бюро, о котором тоже наша музыковедческая наука обошла стороной. Но, слава богу, все сейчас оживляются, и мы начинаем над этим вопросом задумываться. Потому что люди же не виноваты, что жили в это время, что не занимались таким жанром эстрады, к которому относились как бы, нужен этот эстрада, ну не нужно, так не нужно. Как бы оно есть и как бы ее нет. Ну а сейчас, когда мы начинаем углубляться все в эти тонкости, конечно же, очень это важно. Это, наверное, надо сказать, не то, что, наверное, это точно. Человек в то время
Люди ведь в концертно-эстрадном бюро работали без музыкального образования. И сейчас мы узнаем, что он учился в Московской консерватории. Но я точно знаю, что он закончил музыкальный техникум. Значит, он уже имел это музыкальное образование. Следовательно, действительно, он уже был профессиональным артистом. Он был солистом не только драматического музыкального театра имени Аюнского, он еще был солистом Якутского радиокомитета. Об этом надо тоже четко подчеркивать. Почему? Потому что именно радио в то время популяризировало всех артистов не только музыкального, но и драматического театра. Мы почему-то, когда говорим о радио и телевидении, мы почему-то сразу не то что вспоминаем, мы живем сейчас в таком реальном мире, и мы как-то сразу даем оценку телевидению, радио сегодняшней работы. Я, например, пользуясь случаем, хочу сказать, что я не удовлетворен работой телевидения и радио, потому что у меня есть своя оценка, как раньше работало радио, как раньше работало телевидение. И поэтому благодаря этой пропаганде мы знаем эти имена, мы знаем, откуда все это начиналось, мы можем анализировать их творчество. К сожалению, мы сегодня об этом молодых артистов сказать не можем. Благо, что мы любим музыку и ходим в театр, но не все же ходят в театр, не все же интересуются вообще классической музыкой. Это надо честно признавать. Сегодня очень красной нитью прошла мысль о том, что действительно большую роль в пропаганде песенного творчества Гранта Романовича Григоряна сыграла роль Льва Попова, бесспорно. Но что мы скажем? Например, человек-композитор может написать замечательную музыку, но в силу того, что он петь не может или вообще не обладает вокальными данными, он лежит в сундуке, понимаете? И таким образом никто эту песню, прекрасный шедевр, может быть, не может пропагандировать. Или другая роль. Композитор написал замечательную песню, а артист взял и очень плохо исполнил со сцены, что песня, скажем, не разошлась. И таким образом мы можем сказать, что действительно творчество Льва Михайловича было настолько совершенно уникально и по вокальным, и по исполнительским, по сценическим, по имиджерскому, скажем, сегодняшнему искусству подачи образа сценического со сцены, то действительно первый исполнитель сыграл большую роль в пропаганде Гранта Григоряна. Вы понимаете, что такое первый раз исполнить с эстрады песню никому неизвестного композитора? Он мог вообще завалить Гранта Григоряна, если скажем так. Но в силу того, что народ полюбил песни Гранта Григоряна, и пошло, и поехало. Ведь самое главное навести вот этот вектор. Ведь это на самом деле так. Я вот сам являюсь мелодистом, сам выступаю на сцене и знаю вот эти тонкости. Потому что от исполнителя очень много зависит. Что мы еще не сказали сегодня? Мы еще не сказали о том, что Лев Михайлович Попов является и первым проводником. Куда? Во всесоюзную фирму грамзаписи. Видимо, он самый первый, наверное, навел эти справки. Ну что такое в то время приехать в Москву, записаться на пластинке? Это же вообще уникально, вы понимаете? Это как даже сегодня клипом никого не удивишь. А в то время записаться с оркестром, не под баян даже, не под рояль даже, а под оркестр инструментального ансамбля. Это же была, значит, проделана большая работа. Вы не забывайте о том, что в то время в радиокомитете, я думаю, что в московской записи записывали не всех. И, наверное, добивались очень высокого совершенства по акустике, по голосам, чтобы все совпадало. Дирижер там очень много работы, и много дублей, наверное, было. Но это мы знаем профессионалы, потому что это не так все просто. Мы слушаем трехминутную песню, вот Христофора он сейчас спел про учителя, про плохого ученика. Но это мы забыли. А сколько было работы проделано, об этом народ не знает. И не должен, конечно, знать. Но мы-то обязаны это знать, и об этом должны говорить.
И вот я думаю, что вот сопровождение ансамбля народных инструментов было написано «Мин летчик боло». Вы помните? «Мин летчик боло, мин багам толо». Это же было как раз вот это именно песня Христофора Максимова. Он пел не только грант Григоряна хочу, он был очень многоликий, Лев Попов. И он пел песни, которые, может быть, даже композиторы не хотели слушать эти песни Христа, ну, какого-то там самоделку там петь, понимаете? Ну, честно будем говорить, что это было такое время, действительно. А Лев Попов все-таки записал среди песен Григоряна песню вот Христофора Максимова. Таким образом, он тоже является публикатором этих наших песен немецких мелодистов. А песня «Булчатурета» на стихи Семена Данилова. Вы не забывайте о том, что когда человек поет песню, записывается на пластинке в Москве, он параллельно еще популяризирует кого? Поэта. Поэта, вы не забывайте. И поэтому в этом тоже идет какая-то, значит, такая линия в этой пропаганде поэта, песенника, скажем. Потому что для нас Семен Данилов просто как поэт, как, скажем так, очень красивый, образно, поэтические строки. А написать поэзию для песни – это совсем другое. Ну, вы знаете, там какие слова, да? Украина, Бардиль. Смотрите, в этой песне уже идет интернационализация, что охотник, живя в Якутии, влюбился в украинку. И он, значит, украинка дарит ему хлеб, а он дарит вместо хлеба пушнину. Понимаете, вот в этой маленькой поэзии и вот развивается, развивается. И такое красивое песня. Смотрите, как мы получаем много преимуществ. Мы получаем о том, что пропагандируем поэта Семена Данилова. Мы пропагандируем грант Григоряна. Пропагандируем оркестр Мещерина, еще неизвестного этого в Якутии. Никто ведь не знает, что это за оркестр, кто такой Мещерин. Но когда он открывает пластинку и смотрит из конверта, он уже читает, он начинает это углубляться. И, наконец, это вот дружба народов, политика, которая как раз, это тоже есть одно из существенных факторов. Об этом тоже мы должны говорить. Мало того, что Лев Попов пел один как солист, он еще очень любил петь дуэтом. Вы помните прекрасную запись Анастасии Лыткиной, Льва Попова и вот это прекрасное произведение тоже. И самое Егоровое и замечательное. Когда я работал в течение 20 лет на радио, я делал очень замечательные концерты. Я старался сделать такие, чтобы было очень интересно. И, конечно, мой любимый вот это замечательный Лев Попов, который был знаком с детства, с пластинок, тоже звучал на радио. Я почему об этом говорю? Потому что вот Лев Попов, мало того, что он и впервые, значит, представил на пластинке якутского певца, вы понимаете? Ну, до него же много было у нас певцов, но перечислите каких-нибудь теноров мне, пожалуйста. Вот вы не сразу ведь не скажете. А вот благодаря тому, что Лев Попов, он показал якутский голос, какой, оказывается, красивый тенор существует, как у него безграничный диапазон, каких он разных жанровых может петь и веселые, и грустные, и такие гражданственных мотивов. Ну, конечно, для него была самая близкая любовная тематика. Вы все чувствуете, как все пронизано любовью. Лев Попов является яркой страницей в истории музыкального искусства республики. Ведь не забывайте, что в 1957 году была большая декада, и он был тоже участником этого замечательного мероприятия, которое до сих пор мы вспоминаем, и говорим, и будем исследовать. Это замечательный фестиваль, который положил о том, что наконец у нас в Якутии есть классическая профессиональная музыка. Вот давайте мы сейчас, я хотел бы вспомнить из его репертуара очень прекрасную песню «Сардана» Гранта Григоряна. Замечательная.
Вот давайте, вот я все время, когда иногда хожу, ну, друзья мои, очень многие из театра оперы, из театра эстрады. И находясь в театре эстрады, говорю, артисты молодые, ну что же вы так-то поете все ля-ля-да, ля-ля-фа. Давайте хотя бы пойте из творчества Льва Попова. А какой, кто такой, чего такой? Ну, я говорю, ну вот у него есть прекрасные песни, вы могли бы осовременить их. Ну, например, говорю, вот Сардана. Давайте я вам немножко напою, пользуясь случаем, что у меня есть сегодня такая возможность. Сардана, 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 лирета, чурбуда, рыга, чурбуда, нерыга, Сардана, 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 батага, свечами лета, смотрите, как замечательно. Современивается замечательная песня. Благодаря чему это современивается? Потому что мы помним этот голос. Мы помним, как это поется. Но есть замечательная песня, которая действительно превратились не в песни, а в романсы. Романс тоже имеет абсолютно другую природу. Она, можно сказать, не так близка, как массовая песня, но когда она входит в душу, она никогда уже не забудется и будет исполняться в любой час, в любой момент. И вот одна из них, которую очень любил петь наш диктор Левитан Якутский, Готовцев. Я не брал интервью в Дню радио еще 15 лет назад. И я спрашивал, ну вот скажите, пожалуйста, вот ваша любимая песня. И он говорит, это песня Или Беренилин Баркурду. Давайте немножко мы вспомним эту тоже песню. Ну, это я просто современил, потому что как раз я занимаюсь исследовательской работой научной по как раз вот зарождению и становлению якутской эстрады. Что я хотел бы в конце вам, дорогие друзья, сказать? Что действительно вот песни, которые воспел наш дорогой Лев Михайлович, они все проникнуты чувством любви. А чувство любви во все времена, как звезды, так же будут сиять. Я считаю, что вот романс Энилин Баркурду можно отнести к выдающимся достижениям якутской советской музыки, о которых тоже надо исследовать. Абсолютно иные песни Гранта Григоряна после исполнения Льва Попова органично входили в повседневную музыкальную практику нашего народа. Обратим внимание, что именно исполнение Льва Попова, песенное творчество Гранта Григоряна, еще раз повторю, стало узнаваемым и любимым народом. Сам певец Лев Попов, скажем, по литературе, если рассуждать, очень трепетно доносил песенную лирику композитора. Ну, где мелодика, конечно же, схожа к народным вариантам песни Дегерен, куплетно-вариационная форма с кантиленным распеванием слога. Вы заметили, я специально же вам пел, чтобы вы заметили вот эти абсолютно четкие подразделения, тонкости этих замечательных музыкальных шедевров. Распеванием слога, что передавало настроение, внутреннее переживание героя.
Сегодня я впервые узнал для себя, что некоторые люди, оказывается, ассоциируют с творчеством Вадима Алексеевича Козина, тоже замечательного отечественного советского эстрадного певца. И это очень высокий комплимент для творчества Льва Михайловича. Но какой же можно сделать вывод в конце? Я так думаю, что это был действительно, я говорю, потому что я не был, к сожалению, живым свидетелем, как Аиза Петровна, но я могу просто судить по вашим рассуждениям и по тем исследованиям, которые я как бы немножко сделал за это время, что Лев Попов – это был популярный артист своего времени, стоявший у истоков зарождения якутской эстрады. Это был друг Грант Григорян, который привез к нам в Якутию. Только за этот факт нужно ставить памятник Льву Попову, иначе бы мы лишились бы замечательного творчества Гранта Григоряна, и сразу бы мы обеднели бы духовно. Он первый записал и открыл путь на запись, всесоюзную фирму грамзаписи «Мелодия». Ну, конечно же, как говорит Аиза Петровна, творчество Льва Михайловича, не только его, и других, должно изучаться, исследоваться. Тут сидит наша дорогая основоположница балетного искусства Лира Львовна, которая тоже знает замечательных артистов танца. Вот. Это все должно изучаться, исследоваться. Это будет наша добрая память и благодарность ему. Спасибо всем, кто слушал меня. Спасибо, Владимир Петрович, за очень яркое выступление. Надежда Даниловна, Надежда мен түрген бәтік әтәбінде. Ага. Да. Владимир Петровичке мен мақтанықпын мағарабын. Тоғы детаққа бұкығын Владимир Петрович бияқа келен Лев Попов ұрғалары. Онна кені туғынан материаллары көрдөбіті. Онтон ұла интерегіргенмен, бұту оқырығы бітейдемен интерегірген. Түхін бұлат жөр болан барамыд бігі бұтырайын тәрейдебіт. Аймақтарын боламыд, кығын боламыд, оны бұкені күтталтыс бұд жоныру. Әмет тоғаяқты болдар хен жоныру боламыд. Бүйінгі тәрейін біттеріліннем. Лев Попов туғынан онтон әлбәғі ұлғанны көрі батақтар, қома йоқайын. Кені олығын туғынан. Ол доволлар бұ бігі библиотека бұтығар бар. Сергей Дмитриевич Шевков, поэт, Россия Сурьячылар Суюхун членен кинегетигер, нахачу декоры будр, бо бин адузяс товарищ шахтен, кетет сыллаха тахсыбыта. Киллер доргос буттарын тухунан, кине кергенен тухунан, онна ол кемге биле хырларын тухунан нахачу деколог подробно горыбыт. Онна бо полярная звезда журналка, 2004 сыллахаме бо Сергей Шевков хурибут статья такие бит. Он умеет библиотека келенгет көрөк көтөн сөп. Спасибо. Это слова Сергея Васильева, музыка Гранта Григоряна, ага, песня Саида. Ага.
В Золотом фонде радиовещания сохранились песни в исполнении солиста Льва Попова. Всего в сольном исполнении 117 записей, а также записи, исполненные дуэтом с Анной Егоровой, Афанасием Готовцевым, Юрием Ористовым, Надеждой Шепелевой, запевалами хора радио Иваном Маринюк и Василием Гаврилиевым. Лев Михайлович исполнял арии из различных опер, произведения советских и якутских авторов на сцене театра имени Станиславского и Немировича Данченко, в опере «Нюргунбатур» Марка Николаевича Жаркова и Генриха Ильича Литинского. Лев Попов запомнился в роли одного из 3 исполнителей партии «Сорок Паллура» и песни запева Рычагана в медленном танце Огукай. В постановке лирической оперы Гранта Григорян «Луакот и Ниргугун» по либретто Сорна Маллана и Кюннюк Урастырова Лев Попов был первым исполнителем партии главного героя произведения Луакота. А сейчас позвольте слово предоставить Габышевой Лире Львовне, заслуженному деятелю искусств Республики Саха-Якутия. Пожалуйста. Спасибо. Я от души рада приветствовать всех, кто сегодня собрался, чтобы сказать свое слово о Льве Михайловиче Попове. Совершенно справедливо писала когда-то Феврония Алексеевна Баишева в своей книге «Тернистый путь к волшебным звукам», что в течение многих десятилетий имя Льва Попова было незаслуженно предано забвению. И я дополню, что с тех пор, как трагически прервалась ее жизнь вдалеке от родины, на одном из мостов в городе Москве в 1966 году. Мы очень мало знаем о нем и о его семье, которая, возможно, могла бы предоставить какие-то документы. Я как-то только мельком видела его дочь в конце 80-х в театре под руку с Галиной Михайловной Кривошапко, которая сказала: «Вот Зоя, дочь Льва Михайловича Попова». Я сразу отметила сходство с известным мне фото ее отца. Нет, чтобы как-то продолжить это знакомство, посланное мне случаем, я все как-то откладывала, а затем уже и забылась. А недавно я узнала, что Зоя Львовна жила всегда одна и с начала 90-х проживала в Египте. Возможно, там она и сегодня. Это сообщила мне дочь Тимофея Захаровича Тингурядова, Ольга Тимофеевна. В статье о Льве Попова «Четверть века, дружа с песней» автора Ивана Алексеева в газете «Крым», 1965 год, написано, что Лев Михайлович родился в городе Иркутске в семье учителей в 1918 году. Но мы знаем, что год рождения его в других источниках, знакомых нам, 1919 год. И, конечно же, опять-таки нужны документы, нужны точные документы. Дорога юноши к профессиональному вокальному искусству пролегала через поиск своего призвания, через эпохальные исторические события нашей страны и различные испытания судьбы. В 1933 году он поступает в речной якутский техникум и, окончив его, работает механиком в системе сибирского пароходства на пароходе «Лейтенант Шмидт». Конечно же, во время плавания, во время работы юный восторг перед красотой и раздольем реки, восторг перед первозданной живописностью ленских берегов находит у Льва выход в пении, в постоянном желании выразить этот восторг голосом, который был дан ему от природы. Именно в этот период Лев постепенно, но уже совершенно осознанно решает поменять свою профессию и стать певцом. Обладатель хорошего голоса, артистичный, музыкальный и обаятельный, он сразу поступает в Иркутское музыкальное училище и успешно учится. Но вскоре его призывают в ряды советской армии. Волею судьбы Лев попадает на Дальний Восток и встречается с ровесником, начинающим молодым композитором Грантом Григоряном.
Служба на Дальнем Востоке стала первым общим периодом их юности. Они вместе служат в ансамбле песни и пляски первой отдельной краснознаменной армии. Ансамбль обслуживает все заставы воинские, все города, поселения, самые отдаленные в Приморском крае, поднимая героический дух населения, героический дух красноармейцев, пограничников все годы Великой Отечественной войны. Ансамбль краснознаменной армии был не единственным на Дальнем Востоке. Он участвовал в различных конкурсах и побеждал. Его отличал среди других ансамблей уже известный в то время композитор, приезжавший туда, Исаак Дунаевский. Армейские учения, трудные пешие переходы через сопки со всем военным снаряжением и сразу же выступление при любых погодных условиях, порой и под открытым небом. И при этом всегда в боевой готовности, когда в любой момент можно было ждать нападения и восточного врага в этот период. Все это пережили и Лев Попов, и Грант Григорян. Участвовал ли Лев Михайлович в войне с Японией осенью 1945 года, как Григорян? Это остается нам неизвестным. Возможно, он демобилизовался раньше. Лев входит в круг близких армейских друзей Гранта. И, конечно, объединяла северянина и южанина ее величество песни. Лев обладал лирическим тенором очень приятного тембра, пел в хоре ансамбля и постоянно напевал песни родного, сурового, заснеженного края, чем особенно и заинтересовал композитора из солнечной Южной Армении. А тогда, в тот армейский период их молодости, ни Грант, ни Лев, конечно, не знали, чем и как обернется их дружба и какую роль она будет иметь в судьбе каждого в будущем. После Великой Отечественной войны и демобилизации и Грант, и Попов каждый свой срок поступают на учебу в Москве и время от времени продолжают встречаться и общаться. Этот период можно назвать вторым совместным, уже московским периодом будущих профессиональных певца Льва Попова и профессионального композитора Гранта Григоряна. Как пишет в своей статье Иван Алексеев, Лев Попов в 1945 году поступает на режиссерский факультет Московского Всесоюзного института кинематографии. И чтобы обеспечить себя материально, работает в Московском кукольном театре Сергея Образцова. Об этом упоминает и Феврония Баишева, который с земляком, с Львом Поповым, познакомил в Москве Грант Григорян в 1948 году. Но нам известно, что Лев Михайлович обучался и окончил Московский музыкальный техникум. Только какой именно, могли бы прояснить опять-таки документы, как и точные годы его учебы, которые нам до сегодня неизвестны лично мне. Московская вокальная школа воспитала в певце высокую певческую культуру, раскрыла в полной мере диапазон голоса, огранила природный талант якутского певца. После учебы в Москве Лев Михайлович работает солистом в театре имени Аюнского и Якутского радиокомитета. Он одновременно и один из первых солистов якутской эстрады и занимает какое-то время даже должность заместителя директора КЭБа. Если так подумать, то Лев Михайлович является первым профессиональным певцом, имевшим диплом образования Московского музыкального техникума из наших якутских вокалистов, из мужских голосов. Известно, что в декабре 1951 года с большим успехом проходит на сцене театра сольный концерт Льва Попова в 2 отделениях. В фондах музея театра оперы и балета имеется оригинал программки этого концерта из 20 номеров. Первое отделение открывало по традиции этих лет песня о Сталине, гимн Международного союза студентов Мурадели. После якутской народной песни «Лето», которую мы сегодня услышали на конференции, звучала каватина Фауста из одноименной оперы «Гуно». Затем романс Римского-Корсакова «Не ветер веет с высоты». Вторая песня Баяна
из оперы «Руслан» и Людмила Глинки. «Северное путешествие» Захара Винокурова на слова Семена Алданского. «Романс средь шумного бала» Чайковского на слова Алексея Толстого. «Дорожная песня» Дунаевского. И заключала первое отделение «Студенческое попутное» Соловьева-Седова, слова Фагельсона. Второе отделение открывало «Дороги Родины» Балканова, песня сторонников мира Мурадели. «Объединяйся, молодежь» Кручинина на слова Юрия Германа. А далее шла песня Косаря на музыку Льва Попова и слова Белолюбского. Песня Косаря на музыку Льва Попова. Представляете себе, на музыку Льва Попова и слова Михаила Белолюбского. Далее идет, входит по полю девчонка Фраткина, на катке Новикова. Когда первой профессии юности прозвучала и песенка Штурмана Чеплыгина на слова Фатьянова. «Услышь меня, хорошая» пелась Соловьева-Седова. Песня про венкийскую девушку, опять-таки на музыку Льва Попова и слова Семена Алданского. И заключала концерт «Вьется вдаль тропа лесная Макроусова». На сольном концерте Льва Попова аккомпанировал на фортепиано музыкальный руководитель театра того времени Григорий Пинто, а вел программу тогда еще только заслуженный артист республики Петр Михайлович Решетников. Конечно, особый интерес сегодня лично для меня представляют песни, музыка которых принадлежит авторству Льва Михайловича. Это песни Косаря и песни про венкийскую девушку. Если бы в домашнем архиве сохранилась эта песня или на радио, то сегодня бы эти песни Льва Попова мы услышали бы в исполнении современного поколения певцов. Этот факт свидетельствует о разносторонности личности и таланта Льва Михайловича. Интересно заметить, что в репертуаре певца на концерте преобладает тематика дороги, мотивы и ритмы пути. И действительно, некоторое время Лев Попов жил между Якутском и Москвой, часто бывая там по делам Кэба и своим записям на всесоюзном радио. Он очень много гастролировал и по республике. В июле 1952 года он первым из якутских вокалистов исполняет партию молодого цыгана в опере Рахманинова «Олега» на сцене Русского драматического театра. Причем поочередно на якутском и на русском языках в переводе Чагалгана, что представляется поистине уникальным решением, не имеющим аналога в истории, я думаю, российского театра вообще. Спектакль «Олега» был поставлен по инициативе дирижера Галины Михайловны Кривошапко силами хора и оркестра радиокомитета. И премьера посвящалась 30-летию образования ЯССР. В прессе писали: полон юношеского порыва и свежести чувства дуэт Земфиры и молодого цыгана. Образ молодого цыгана создал солист Л. Попов. Его звонкий, летящий голос звучал призывно, со всей страстью молодой любви. Льву Михайловичу принадлежит неоценимая заслуга приглашения в Якутию композитора Григоряна. После Марка Николаевича Жиркова создание музыкального репертуара в республике совершенно приостановилось. И ослабли связи с композиторами Москвы и Союзом композиторов. В Якутии чувствовался сильный репертуарный голод. И вот как-то в разговоре именно об этом с председателем Якутского радиокомитета Тихоновым Гаврилом Павловичем Лев Михайлович предложил ему пригласить в Якутию композитора и своего товарища Гранта Григоряна, как раз год назад окончившего Московскую консерваторию. По прибытию в Якутск Григорян, конечно, проживает у своего друга Льва Михайловича и проживает не один месяц. С этого момента начинается третий совместный период, якутский период Гранта и Льва. Но, как уже сказали, Лев Михайлович первым исполнял и пропагандировал вокальные произведения своего армейского друга на радио, на сцене, в клубах, на многочисленных гастролях по республике. В своем разнообразном репертуаре Попов впервые пел и песню из индийского фильма «Бродяга» на якутском языке.
Вокальное искусство Льва Михайловича завоевало широкую любовь зрителей и радиослушателей. Отрадно, что его записи сохранились в фондах Якутского радио. Он имеет записи и на всесоюзном радио, и на всесоюзной студии грамзаписи мелодии, где записано более 30 песен якутских композиторов. Я думаю, это впервые было в истории якутской музыки, записей на грампластинках, и именно сделал это Лев Михайлович Попов. Позднее, уже в 1957 году, Лев Попов – единственный исполнитель партии юношей в театрализованной оратории Григоряна «Якутское праздничное» «Северно-весеннее», написанной композитором на его голос. Третьей и четвертой оперной партией в его небольшом репертуаре был Сарук Балур и Юрий Чаган в «Медленном Осокое», в опере Ланхомик Гумботов. Все эти партии Лев Попов с успехом спел на вечерах якутской литературы и искусства на первой декаде в Москве 1957 года. Кроме того, он там же на декаде в концертах исполнил дуэт «Кырдалкыга» с Егоровой на мелодии Христофора Максимова, пел в организованном для декады вокальном ансамбле «Радио» и играл в составе трио гитаристов. Вот пятой партией, оперной партией, мог бы стать и Лаокут в лирической опере «Лаокут Ниргусун» в 1959 году, написанной Григоряном с расчетом именно на его лирический тенор. Фамилия Льва Попова присутствует и в программе оперы, хотя, как мне известно, этого по каким-то причинам не случилось. Но Иван Алексеев в своей статье написал, что Лев Михайлович очень хорошо пел Лаокута, как в вокальном отношении, так и в сценическом, и донес этот образ до слушателей и зрителей. Значит, он все-таки спел Лаокута, возможно, уже после прошедших премьерных спектаклей. Не мог же Иван Алексеев писать то, чего сам не слышал и не видел. Но дополнительного другого подтверждения этого факта мы не находим ни в других публикациях, никогда об этом не говорили и не вспоминали наши корифеи, современники Льва Михайловича Попова. И все-таки, несмотря на это, я хочу сказать и подчеркнуть, что перед нами предстает яркая и человеческая личность своего времени, может быть, во многом даже опередившая свое поколение пониманием насущных проблем якутского искусства, какой-то открытой и притягательной коммуникабельностью характера, креативностью, обладающей и организаторским недюжинным дарованием. Конечно, многоплановая и талантливая творческая деятельность Льва Михайловича Попова в радиокомитете, в театре и на эстраде оставила свой яркий и неповторимый след в истории музыкальных театров республики. А без дружбы Льва Михайловича с Григоряном, без смелого предложения пригласить своего товарища, Якутия не имела бы и его прекрасную музыку, первым исполнителем и пропагандистом которой являлся Лев Михайлович. Я хочу поблагодарить всех организаторов, сотрудников Национальной библиотеки, участников этой прекрасной и такой нужной конференции, встречи, воспоминаний о Льве Михайловиче Попове, за организацию. Я думаю, что действительно это только начало, как сказала Иза Петровна, и в дальнейшем мы будем работать все, как можем. И я думаю, четкий и точный документально подтвержденный портрет Льва Михайловича Попова будет не за горами. Спасибо большое за внимание. Ту ситуацию, которая сейчас со мной произошла, это то, что когда я услышала три песни, получается, Льва Попова, во мне что-то там внутри, видимо, это такое генетическое, потому как это земляк все-таки, да, что-то такое вот внутри задергалось, струны души, как это говорят, и я не знаю, ну, как он певец, как творческий человек, он все это переживал, каждую свою партию, каждую свою песню пропускал через себя. Вот, например, его друг пишет о том, что в воспоминаниях пишет о том, что он часто говорил, что ему снятся вилюйские лошади, которых он безмерно просто обожал. Ну, это, наверное, символ такой вот вольности его души, ну, вот, как одаренного человека, да, и действительно
Ну, вот я сижу и прям глубоко переживаю вот эти услышанные мотивы, и это просто замечательно. Я хочу, чтобы про него писали, про него говорили, действительно, чтобы вот такого масштабного человека, такую масштабную личность действительно вернули в историю нашей республики. Спасибо. Мгм. Спасибо. Спасибо. Лев Михайлович тугунан Татьяна Иннокентьевна Филиппова Сахат театра Мгм. директор бита хастырге. Мгм. Onu көрөк Мгм. көтүнсө. Онна биги Мгм. Саха Республика народная поэта Михаил Елисеевич Тимофеев. Эме бейтин кинеге тирими М. ахтанахар. Ол М. опсенин бу поэттар каста кинегелерге ахтанахаллар, Гран Григорян кинегетигер, Феврония Алексеевна Баешева кинегетигер. Касты даманнык бу гастык та болла хем бир ахтыллана харкине. Давайте Клару Степановну слушать, нашу дорогую. Клара Степановна тугумите Да, тагат. конечно, интересно послушать. Мен де Лев Михайлович лично билер этим болан, оттон мен убайым Терютин Степан Степанович, тоже тенор. Он погиб вот в 19 Терютин, да? Да, О, Терютин он же в Степан. хоре Это пел. мой родной брат. Терютин пел же в хоре Степан. театра и в хоре радио тоже Да. пел. Мгм. И Льва Михайловича я видела, когда была студенткой музыкального отделения Якутского педучилища. Мы весной вот в такое же время отправились в парк. И там выступал Лев Михайлович. И был и такой казус смешной получился. Мы услышали его голос и сразу туда направились. Все-таки мы музыканты, учителя, будущие учителя музыки. И отправились, и там шел концерт его. Мы прямо, разинув рты, во все уши стали слушать. И он затянул, вот забыла какую песню, где вот нужно было тянуть долго-долго, фермата там какая-то была. И вдруг он замолк, а потом так как смешно. Говорит, муха попала в рот. И продолжил дальше. Вот такой смешной случай. Да, там было именно муха попала. Да, И продолжил, да. И главное, он объясняет. Это муха попала в рот. Так быстренько продекламировал и дальше стал петь. Вот. Мы часто ходили в театр, слушали тоже его выступления. Но тогдашний тенор в нашей памяти – это Лев Михайлович. Все песни его мы знаем, мы любим, мы старались петь как он, но, конечно, у нас это не получалось. Вот поэтому я хочу свои воспоминания. Потом я же учитель музыки. В 1962 году закончила. И вот песни Гранта Григоряна, которые вот исполняла Лев Михайлович, разучивала с детьми. Ну, когда разрешили нам, дали вот волю национальный компонент включать на уроки музыки. А до этого-то мы только по плану, по программе, Да. как говорится, разучивали, да. Поэтому вот я хочу написать свои воспоминания. Очень вот, хорошо. Не знаю, на какой номер. Ну, с Лирой-то мы вместе учились, с Лирой. С кем? Я с тобой. Самой? Ну да. Да, когда мы? Заочно. В школе? Нет, заочно в университете учились. Я же еще закончила. Да, это же давно. Распределение. Ну, в 82-м мы закончили. Как ты? Вместе учились. Ну да, в 82-м закончили, да. Ну да, вот, все 6 лет мы вместе учились с тобой. А сейчас я живу так же. Столько лет. Да, а мой муж Александр Васильевич Тихонов, он поступал же в Московскую консерваторию с помощью Андрея Филипповича Костина. Он был самый его лучший ученик. В общем, и о нем мне тоже хочется много. А сейчас я работаю в музее,
педагогом дополнительного образования, где веду кружок «Музыка для всех». И в 2015 году мы это по моей инициативе открыли в музее зал музыки. Да. Но всем спасибо. Я случайно узнала по WhatsApp и целый день вот сижу. Такие воспоминания хорошие. Ой, ну спасибо у вам, меня есть- у вас-то какое воспоминание. Мгм. Пластинки Самая есть. изюминка воспоминания – это ваша муха. То есть муха – это Иван Михайлович. Да. Ага. Но еще вот с Георгием Докимовичем связаны есть. На какой-то юбилей, вот мне рассказывают тойбахойцы, ну, те, кто пожилые, на какой-то юбилей Георгия Докимовича прибыл Лев Михайлович, и он был, в общем, как говорится, на высоте. Все только о нем и говорили, все о нем, его и слушали. Чуть-чуть затмили, конечно, юбилей. Его присутствие затмило. Ага. Вот. Ну, это очень даже Дорогие хорошо. друзья, и в завершении давайте послушаем песню «Булчут Рета», слова О. Семена Данилова. Ага. Да. Огромное Булчут спасибо вам Рета всем. атын Рета Баглах. Мгм. Да. Огромное спасибо вам всем за этот душевный, теплый вечер воспоминания о Льве Попове. Желаем вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья и до новых встреч. До свидания. Спасибо. Красиво ходили. Красиво Спасибо, ходили. Валерий. Спасибо. Самое главное, всем здоровья. Здоровье самое главное. Спасибо. Барагатер Махтал.